Доброе утро, республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. И сегодня мы хотим начать свой эфир с очень милого, доброго и утреннего видео. Давайте посмотрим. Так, на кадрах мы видим, как маленький мальчик принес свой самосвал. И смотрите, что происходит дальше. Представляешь, какой восторг испытывает ребенок. Он... И какой профессионал работает на технике. Что он не засыпал самосвал. Столько радости. Вообще восторг. Ну, вообще, действительно, вот такие, когда видео смотришь, всегда понимаешь, что мы иногда забываем радоваться мелочам, да, то есть тем всем вещам, которые нас окружают, поэтому никогда не переставайте радоваться даже самым мелким приятностям. Вот, например, проснулись, погода хорошая, везде снег, все такое чистое. Вчера же было так грязно. И такая, ах, да, снег по колено, зато как чисто, классно. Да, ну а мы переходим к не менее приятным новостям. Якутский моушн-дизайнер воссоздал наш с вами родной город Якутск в стилистике аниме. Согласитесь, наша удивительная Якутия выглядит невероятно даже в таком анимационном оформлении. А вообще видео напомнило мне мультфильмы известного Хаяо Миядзаки. По-моему, вот смотри, прям настоящие кадры. Классно же. Да, здорово. Всегда вообще классно смотреть, как в аниме-сюжетах герои сражаются с титанами под грозовыми тучами, а завтра уже на пикнике под цветущей сакурой в лучах солнца. Ну, кстати, о солнце и тучах, да? Давайте проверим, какие сюрпризы приготовила нам реальная погода. Давайте узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах сегодня 5-1 градус ниже 0, в заречной группе от -3 до +5, в южных 8-6 градусов холода, в Вилюйской группе -20, -3, в Нижнеленских от -19 до -4, в западных 12-1 градус ниже 0, в Колымо-Индигирской группе -17, в Янских 24 и до 2 градусов мороза. На северо-западе -25, -16. В столице в 6 часов утра температура составила -4 градуса, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, сильный, 10-14 метров в секунду. Сегодня днем обещают облачно, мокрый снег, ветер северный, умеренный от 5 до 9 метров в секунду. Температура столицы днем -1 градус. Ну, слушай, похолодало. Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного, конечно, но хочется сказать, что будьте особенно осторожны, потому что снег — это, конечно, очень красиво, правда, сейчас все выглядит очень чисто, будет все таять, но под снегом остался лед, поэтому будьте осторожны, не торопитесь на работу. Ну, а погоде мы узнали, давайте узнаем, какие новости самые актуальные произошли к этому часу. Доброе утро! Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. В Якутске частично перекрыли движение транспорта на участке улицы Аюнского от улицы Дежнева до Сайсарского моста. Временные ограничения связаны с капитальным ремонтом улицы в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Якутска до 2032 года. Будут задействованы порядка 30 единиц техники. На данный момент перекрыты 2 полосы движения. Ведутся работы по снятию старого асфальтного покрытия. Будут проводиться демонтаж старых ограждений, а также завоз материалов. Ограничения будут действовать до 30 ноября 2025 года. В дальнейшем при прокладывании коммуникаций данный участок будет перекрыт полностью. В текущем году в рамках реализации национального проекта у нас 9 индикаторных объектов, 3 резервных объекта. Также мы завершили торги по переходящим объектам. Капиталоемкие объекты — это у нас капитальный ремонт улицы Аюнского от Дежнева до улицы Октябрьская, капитальный ремонт улицы Хабарова от Ярославска до улицы Богатырева и капитальный ремонт улицы Дачная. На текущий момент все объекты законтрактованы в полном объеме. Из 13 объектов на физику вышли по 5 объектам. Это у нас Хабарова, Аюнского, Дачная и Капитановка Заречная.
В Якутске в торговом комплексе «Кружало» стартовала ежегодная выставка «Медэкспо». Мероприятие традиционно проходит под эгидой Всемирного дня здоровья. В этом году его участниками стали около 30 представителей медорганизаций и компаний из разных регионов страны. Выставка проходит с 9 по 11 апреля. За это время желающие могут проконсультироваться со специалистами. К примеру, свои зоны на ярмарке оформили наркологи, офтальмологи, спортивные реабилитологи и фтизиатры. Медики проводят экспресс-тестирование на наличие ряда заболеваний. Кроме того, 11 апреля гости выставки смогут пройти ФЛГ. В целом, можно сказать уверенно, что от 1500 до 3000 человек проходят вот эти обследования, анализы. Вот, например, Центр СПИД, они принимают в этом году, как ранее они так не делали, они сейчас принимают сразу на 5 анализов. То есть, если раньше у них был только на ВИЧ, допустим, гепатит Б, С, то сейчас у них и туберкулез, и гепатит Б, С, и ВИЧ-инфекция. Под сводами комплекса «Мадун» прошли соревнования по национальным видам спорта для воспитанников детских садов Якутска. Борьба за золотые медали велась в 4 дисциплинах – хаблыки-хамыска, прыжки кобах и прыжках через нарды. Право участвовать в городских соревнованиях получили только самые сильные команды, прошедшие отбор в окружных состязаниях. Лучшими же результат показал воспитанники детского сада промышленного округа. И они уже приходят. После дошкольных образовательных учреждений, после детских садов, они приходят в спортивные школы. ДЮСШ, тот же вот этот Мадун, уже подготовленные. И вот эти тренеры, с которыми мы уже давно сотрудничаем, они говорят, это намного лучше. И наши дети уже в среднем звене школьном, они уже получают разряд. Проводятся мастер-классы для педагогов в том числе. Мы уже 5-й год проводим соревнования по настольным играм среди педагогов. Это тоже наша фишка нашего детского сада. И мы очень рады, что у нас есть мастера спорта. В рамках Всемирного дня здоровья в Республиканской клинической больнице прошли акции, посвященные молодым семьям. Фестиваль «Мамалыш» в перинатальном центре. Акция «Готовимся к рождению малыша». Различные мастер-классы для будущих родителей. На сегодняшний день ведется активная работа по популяризации здорового образа жизни и семьи. А рассказать об этом к нам в студию пришла врач, акушер-гинеколог женской консультации перинатального центра ЯРКБ Марина Владимировна Семенова. Доброе утро. Марина Владимировна, доброе утро. Ну, такая интересная акция. Скажите, как на сегодняшний день ведется работа с молодыми семьями? То есть насколько регулярно проходят такие мастер-классы и вообще как молодые семьи активно в них участвуют? На сегодняшний день в городе Якутске имеется несколько школ для будущих родителей, да, как в онлайн-режиме, так и в режиме офлайн. Часто проводятся всякие мастер-классы, беседы, бывают встречи там в смарт-библиотеках. Молодые родители очень активно в них участвуют. Там проводят конкурсы, всякие викторины. И вообще вот для будущих родителей очень важна, да, вот информированность, что такое беременность, как происходят роды, где вообще происходят роды. И они поэтому очень часто вот участвуют в таких школах, проходят психологическую подготовку. Ну, откликаются, получается. Да, отклик очень есть, и интерес очень большой. И сейчас наш век интернета, вот все знания очень доступные, да, и вот остается только притянуть руку. Остается только позавидовать. Как им повезло, в отличие от нас. Хорошо. Ну вот сейчас все больше популярность набирают партнерские, да, роды. Скажите, у нас в республике практикуется что-то подобное? Да, и причем очень давно. Партнерские роды – это когда на роды вместе с беременной в роддом поступает очень близкий человек. Это не только муж или парень, это может быть сестра, это может быть близкая подруга, мама, бабушка, да. То есть человек, который обладает большим желанием помочь беременной в этот самый трудный и ответственный момент. Что нужно, да, для партнера в такой момент? Флюорография должна быть, письменное заявление, семейная одежда, тапочки. На самом деле помощь партнеров в родах неоценима.
Да. Я вообще очень, ну, по американским фильмам просто мы знаем, что как-то А, забавно выглядит. На самом деле я уверена, что это не так. А Мгм. какую подготовку проходит вот второй человек, который будет участвовать? Потому что, ну, понятно, когда это мама, там, близкая подруга, если еще и как бы имеющая детей, все понятно. Мгм. А вот если это все-таки человек, который не сталкивался еще с беременностью и родом, он проходит какой-то курс подготовки? Нет, там специальных курсов нету, там у него не должно быть какой-то корочки, там, да, сертификата, штампа в паспорте, нет. А так, если вот родители участвовали в конкурсах, например, да, вот, ну, принимали участие там, в школах для будущих родителей, то, в принципе, партнер тоже будет знать, как будут происходить роды, будет оказывать помощь, и причем будет знать, как оказывать эту помощь, в каких случаях вызвать медицинскую помощь. Поэтому особых знаний там не требуется. От него, ему не нужно проходить больше там как моральная, да, тестирование. поддержка? Да, это моральная Не, ну, все поддержка. равно страшно же. Ну, я представляю просто человека, который вообще не сведущий в роддоме, ты будешь участвовать. Но это не сразу, как начну, вот, пришли в больницу, кровь, хаос, там санитарки бегают. Нет, так не. Периоды родов, они же разные. Первый период родов, он довольно долгий, то есть несколько часов. Беременная вот лежит в родильной палате, и вот с ней будет ее партнер. И будет отвлекать, развлекать, поддерживать, массаж делать. Мгм. Все. Я задалась, что у меня подруга скоро будет рожать, так я думаю, Да, можно с подругой сходить. если вдруг, надо морально подготовиться. Да, Скажите, а обязательно ли женщинам вставать на учет по беременности? да, обязательно. И не только в 12 недель, а как только, так сразу. Увидели 2 полоски, идете в женскую консультацию. Потому что, к сожалению, не все беременности проходят хорошо, без осложнений. Вообще не все беременности, даже маточные, да. Все равно, чем раньше пройти обследование, чем раньше выявить дефициты, например, каких-нибудь веществ, либо какую-нибудь патологию, чем раньше начать получать лечение, тем лучше. Да, поэтому, когда только узнали о беременности, акушер-гинеколог для женщины – это ее лучший друг. Мгм. Вот сейчас принято выбирать место для рождения ребенка. Вот чем нужно руководствоваться? То есть территориально, где комфортнее, где спокойнее? Вот как выбрать, сделать правильный выбор? Ну, вообще у нас в республике есть 3 уровня родовспоможения. Есть родильные дома в центральных районных больницах, есть родильные дома в районах, где население большое, там, да, например, Нерюнгри, либо Мирный, либо Покровск, например. Да? А в Якутске у нас есть 2 перинатальных центра. Перинатальный центр Республиканской клинической больницы и Республиканская больница номер 1 – это Национальный центр медицины. Вот. Как встать? Вот я хочу закрепиться за определенным медицинским учреждением. Как мне это сделать? Такого нету, да, поэтому когда начнутся схватки, есть маршрутизация у скорой. Понедельник, среда, пятница – это приемные дни медцентра, а по остальным дням беременную отвезут в перинатальный центр на Садухина, Республиканскую клиническую больницу. Ну, то есть все продумано, получается уже? Да, все продумано. Если у женщины есть какие-то показания для родовспоможения вот 3-го уровня, тогда ее из района направят в Якутск, она будет наблюдаться в нашей женской консультации. И дальше, опять же, тоже, да, вот либо по дням, либо по показаниям ее могут направить в Республиканскую больницу номер 1, Национальный центр медицины. Какой самый такой действенный рецепт для того, чтобы роды прошли успешно? Ну, понятно, встать вовремя на учет, пройти курс молодых родителей. Что еще? Ну, там, собрать сумку. Да, собрать сумку. Очень важна также психологическая готовность, да, беременной. В принципе, она должна знать, как протекает беременность, как должны протекать роды, какие могут быть осложнения, чтобы в случае осложнений также какие бывают варианты, да, помощи для беременной. Это тоже очень важно. Вот был такой совет: не читать интернет по возможности. Ну, там С осложнениями. надо знать, да, вот какие источники проверенные, да, то есть все-таки сейчас же информации очень много, и важно фильтровать и критически относиться к информации. Также своего врача тоже всегда спрашивать, да, и не бояться спрашивать совета у родителей, например, у матери, да, вот тоже интересно, как у нее протекает. Обычно мы же не спрашиваем, да, как у них протекали беременности, родили, такие родили, да. Но на самом деле важно, потому что если у матери, например, там была
Ну, есть углубляясь, какие-то в общем, особенности. Да, особенности. Да, то есть, скорее всего, отразятся. Да, и вот у молодой матери тоже такой может быть. Поэтому тоже вот это можно спросить. Также еще что? Хорошее настроение, я думаю. Да, хорошее настроение, позитивный настрой. И самое главное, если что-то случилось, если что-то идет не так, то не бояться задавать вопросы. Потому что такое тоже есть, как бы все там хаос, растерянность, да, смятение. И после этого тебе дают ребеночка, надо за ним ухаживать, после этого сразу выписка домой, и там уже начинается послеродовый период, и как-то все забывается, и в итоге может быть такое впечатление, что вот роды прошли как-то не так, что со мной что-то не сделали, и вот эти вопросы остаются незаданными. Вот самое главное вот вовремя находить какую-то патологию, да, и вовремя обратиться за помощью. Спасибо за очень подробный рассказ. Я уверена, что молодые мамы прислушаются, да, прислушаются все, кто планирует в будущем ими стать. Ну и, конечно, с таким позитивным настроем, я думаю, что все будет протекать гораздо легче. Спасибо. Друзья, вы знаете, что регулярные осмотры у врача – это как настройка собственного здоровья. Специалисты проверяют, чтобы все системы работали как часы, вовремя замечают сбои. Но даже самый качественный осмотр не заменит ежедневной заботы о себе. И тут на помощь приходит простая истина. Здоровье начинается с малого. После того, как врач подтвердит, что вы в порядке, почему бы не добавить в рутину 15 минут утренней зарядки? Да, это как профилактический техосмотр. Профилактический техосмотр для тела разгоняет кровь, заряжает энергией и снижает риски поломок в будущем. Всем привет, телезрители! Меня зовут Винокуров Гаврил. Сегодня мы сделаем функциональную тренировку на все тело. Первое наше упражнение – это джампинг. Делаем прыжки в стороны, руками, ногами работаем. У кого большой вес, болят суставы, делаем это шагово. Понятно, да? Давайте 20 повторений. Поехали. Раз, два. На верхней точке обязательно выдыхаем. Выдох. Выдох. Если мы не дышим, то идет кислородное голодание, головокружение, поднимается давление. Это у нас не должно быть обязательно. Дышим правильно. Выдох. 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 Если устали, не останавливаемся. Подключаем шаговые движения. Давайте еще 5 раз. Раз, два, три, 4, 5. Супер. Так, шагаем на месте. Пятками не касаемся. Мы тренируемся всего 5 минут, да? Из-за этого побольше движений. Наша цель – это поднять пульс, тогда у нас запускается жиросжигание. Далее, наше второе упражнение. Мы руки поднимаем вверх и поочередно коленями касаемся. Лево, право, лево, право. Всего делаем 20 повторений. Приготовились? 3, 2, 1. Начали. Раз, два, 3, 4. Когда колени поднимаем, мы напрягаем пресс. Пресс. Напрягаем хорошенько. Когда касаемся, выдох, 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 выдох. Все максимально грамотно делаем. Все молодцы. Тренируемся спортом. Утренняя зарядка, она самая заряженная. Давайте 5 повторений делаем. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Сделали вдох и выдох. На месте шагаем. Пятками не касаемся пола. Так, следующее наше упражнение – это бёрпи, да? Бёрпи есть у нас усложненный вариант и также есть облегченный вариант. Я буду показывать облегченный вариант. Ноги поставили на ширину плеч, делаем наклон. Руки в пол, таз отводим назад, ноги назад, потом обратно возвращаемся и хлопок. Можем прыгать, можем нет. 5 повторений делаем, поехали. Наклоняемся, ноги назад, колени к себе и прыжок. Раз, ноги назад, колени к себе. В этом упражнении у нас подключаются все мышцы, руки, ноги, спина, пресс. И последнее давайте, колени назад, к себе и выдох. Супер. Все вместе сделали вдох и выдох. Не останавливаемся, ногами, руками работаем. Успокаиваемся. Вот. И у нас сейчас будет последнее наше упражнение. Это у нас глубокие приседания. Что мы делаем? Ноги поставили на ширине плеч, носки на 45 градусов, колени в сторону. Да? Приседаем глубоко, руками коснулись пола, наверху делаем хлопок. Понятно, да? Первое наше движение – таз отводим назад, коснулись, пятки не отрываем, касаемся, выдох. 10 повторений, поехали. Раз, два. Ноги – это наша сила. Обязательно
Каждый человек должен уметь тренировать ноги, должен уметь приседать, а именно грамотно. Вот, мужчины особенно. От ног зависит многое. Вот, давайте еще 5 повторений. Раз, наверху выдыхаем. 2, 3, 4, 5. Супер. На месте не стоим. Шагаем на месте, пятками не касаемся. Давайте все вместе сделали вдох. Выдох. Еще раз. Вдох и выдох. И последний вдох и выдох. Давайте все вместе выпрямляем руку, правую руку, ладони прямо смотрят и держим 3 секунды. Раз, два, три. Поменяли. Раз, два, три. Плечи. Раз, два, три. В другую сторону. Удерживаем. Раз, два, три. Ноги поставили шире плеч. Делаем наклон и удерживаем 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Квадрицепсы, передняя часть ноги, 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Другая нога. Раз, два, три, 4, 5. Молодцы. Все вместе потянулись вверх. Вдох и выдох. И на этом мы закончили. Если вы каждое утро будете делать зарядку, это даст много сил, энергии и новых побед. Знаешь, еще одна замечательная активность вообще в теплое время, да, ну помимо зарядки, вот можно использовать вместо, если вы не любите прыгать, я вот, например, почему-то не очень люблю, вот это походы. Вот походом собрался, взял корзинку и пошел куда-нибудь на природу. Ну тебе, кому я рассказываю. Ну, да, абсолютно с тобой согласен. Ну, если вы любите приключения, то сегодняшний день именно для вас, потому что вы помните, что в походе самое интересное, это, конечно, развести костер. То есть добыть огонь можно, конечно, как в мультиках, из палочек, но можно использовать спички. И сегодня уникальный день, день рождения спички. Да, это, можно сказать, такой общепланетарный праздник, который отмечается сегодня, 10 апреля. Первые спички появились в начале 19 столетия. До их создания огонь добывали 2 способами, да, как уже было сказано, например, трением или высеканием искры из камня или кремния. Ну а прародитель спички — это приспособление, которое изобрели в Китае в 577 году. Ну а какие еще знаменательные даты связаны с сегодняшним днем, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 10 апреля. День братьев и сестер, Международный день движения сопротивления. По народному календарю Илларион выверни оглобли. На Илларионов день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок. Его в старину плели на Степана всей семьей. Считалось, что он охраняет дом и помогает одолеть недуги. Это день в истории. 1710 год. В Англии вступил в силу закон об авторском праве. 1944. Одесса освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 1981. В Москве открылся Мемориальный музей космонавтики. В этот день родились 1887 год. Бернардо Усай, аргентинский физиолог, нобелевский лауреат. 1895. Всеволод Рождественский, советский поэт и переводчик, военный корреспондент. 1898. Порфирий Иванов, русский целитель, автор популярной методики оздоровления «Детка». 1937. Белла Ахмадуллина, советская и российская поэтесса, писательница. 1952. Стивен Сигал, американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо. Именины сегодня отмечают Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан. Дорогие друзья, сегодня свой юбилей отмечает наш прекрасный человек, наш руководитель службы проектов телеканала «Якутия-24», отличник телевидения и радиовещания Туяра Петровна Филиппова. Оценка ее многолетней деятельности является непререкаемый авторитет и заслуженное уважение руководства, сотрудников и всех, кто имеет честь работать рядом с ней. По признанию коллег, Туяра Петровна является человеком в высшей степени надежным и мужественным, трудолюбивым. Туяра Петровна еще и мама 3 детей. Основное время наш руководитель отдает трудной, но важной работе службы проектов телеканала «Якутия-24», куда входит наша передача и множество проектов. С юбилеем, Туяра Петровна, примите от многочисленных коллег пожелания крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и исполнения всего задуманного. Пусть дни вашей жизни будут удачными, а новости только хорошими. Пусть жизнь играет яркими красками и приносит счастье. Мы очень ценим то, что вы с нами. С днем рождения!
Ну а сейчас мы переносимся с вами в Хандыгу, где познакомимся с коллективом театра кукол детской школы искусств. Чувствуете мышцы вот эти, которые вы напрягаете, да? Ежедневные тренировки и насыщенные репетиции. Театр «Кукол-марионетка» при Хандагской школе искусств готовится к постановке премьеры. Мы сейчас готовим кукольный спектакль, называется «Настоящий русский медведь». Этот спектакль говорит о солдате, который был спасен медсестрой с поля боя. Вот. И на спасение вот этого раненого солдата поднимается весь русский лес. Театральное отделение искусств ведет свою работу с 2018 года. Именно тогда и зародилась идея о создании театра кукол «Марионетка». В 2020 году проект был разработан, и в 2021 году мы стали победителем в номинации на вес золота этого проекта. Проект называется «Театр кукол-марионетка». Финансирование проекта было более 1 миллиона рублей. И на эти средства было приобретено специальное оборудование, аудиооборудование и, самое главное, конечно же, заказаны куклы. На сегодняшний день коллекция театра насчитывает более 60 экземпляров различных кукол. Это и тростевые, маппет-куклы и куклы-марионетки. Упор даем именно на текст. Дети у нас не выходят с куклой. Сначала мы работаем с текстом, да, интонацию даем, окрас речи. Это очень важно. Да, потому что кукла не может дать сама эмоции. Эмоции дает именно кукловод, которая работает с куклой. Полина Слепушкина 6-й год занимается в театре и за это время четко осознала, что хочет связать свою жизнь с искусством. Мне больше всего нравится играть главные роли, такие большие. Я всегда хотела сыграть какую-то отрицательную роль, там злодейку какую-то. Вот. И мне больше нравится играть что-то грустное, чтобы вот прям через людей проходило. Но веселые роли мне тоже нравятся. За плечами детей более 10 полноценных спектаклей, многие из которых поставлены по мотивам известных детских произведений. «Бременские музыканты», «Приключения Вовки по страницам сказок», «Золотой ключик» и «Приключения Буратино». Ну, вообще, воспитательная стратегия нашего проекта, да, направлена на сохранение и укрепление традиционных российских ценностей, духовно-нравственное воспитание. В том числе большое внимание мы уделяем пропаганде и сохранению культуры народа Саха. Ближайшая премьера состоится в мае этого года. Руководители планируют представить постановку на фестивалях всероссийского и международного уровня. Надежда Кузнецова, Мария Винокурова, Хандыга. Ну, видно, что спектакль будет очень интересным, детки молодцы. Ну, а теперь от интересностей переходим к полезным советам. Итак, вы завели четвероногого друга. Правда ли питомцам необходим груминг? В каком возрасте щенка или котенка нужно вести к грумеру? Как правильно выбрать мастера и салон? Все эти вопросы задает каждый, у кого появился в семье новый четвероногий член семьи. И сегодня мы с вами узнаем подробнее, как правильно ухаживать за своим любимцем. Доброе утро! Меня зовут Васильева Татьяна, я грумер студии груминга «Дамба». Сегодня мы поговорим о первом груминге щенка. Когда начинать, какие процедуры лучше делать. На первый груминг желательно приводить щенка в возрасте 3-4 месяцев. После того, как у него поставлены все вакцины, ревакцинацию тоже сделали и прошел карантин 7 дней. Рекомендуется первый груминг не делать сложные стрижки, а ограничиться купанием, расчесыванием, гигиеническая стрижка возле попы, где-то возле глаз, если лезут волосы, и стрижка когтей. В возрасте 5-6 месяцев, когда животное уже может выдержать стрижку в течение 1-2 часов, можно сделать полную стрижку животного. Владельцы могут приучать своих домашних животных, собак, к грумингу дома самостоятельно. Для этого нужно набраться терпения,
спокойствие, свободным временем, потому что это может оказаться достаточно долго. Вы моете, чистите ушки, подстригаете когти, сушка феном обязательно тоже приучать с маленького возраста, чтобы в дальнейшем, когда они попали на груминг, у животного не было стресса. Будьте аккуратны, терпеливы, внимательны к своим питомцам и увидимся в следующем выпуске. Как много радости приносят наши домашние питомцы, будь то мурлыкающий кот, верный пес или даже шустрая черепашка. Они становятся частью семьи, дарят нам тепло и напоминают, как важно заботиться о тех, кто рядом. Но задумывались ли вы, что доброту и внимание можно подарить и тем, кто не живет у нас дома, но все равно становится частью нашего дня? Речь о пернатых соседях, синицах, воробьях, снегирях, чьи трели оживляют дворы и парки. И сегодня мы поговорим о том, как легко превратить свой балкон или сад в уютную столовую для птиц с помощью кормушки. Акция «Эко-кормушки» направлена на формирование у подрастающего поколения культуры природолюбия и воспитание заботливого отношения к птицам своей малой родины. Вот обычно до 1 апреля зимой мы начинаем акцию «Подкормите птиц зимой». На самом деле она у нас пролонгированная. Зимой дети и взрослые подкармливают птиц, те, которые остаются на зимовку, различными полезными семенами. Мы проводим разъяснительную работу, чем можно кормить, как лучше кормить. Вот. И весной уже отмечается данное событие как непосредственно праздник День птиц. Сейчас время перелетных птиц. Именно в это время необходимо помогать им заботиться о них. Частичку тепла и заботы подарили перелетным птицам зеленые пионеры из первой городской школы. Мы занимаемся рассадой, мы занимаемся кормлением птиц. То есть мы занимаемся природой, помогаем ей, собираем макулатуру, собираем бумаги, собираем крышки и батарейки. Зеленые пионеры – это значит у нас такая экологическая просветительская деятельность. Это мы проводим и принимаем участие в разных экологических акциях, конкурсы, фестивали, конференции, да, то есть субботники. То есть мы учим своих детей, чтобы они с детства любили свою природу, берегли ее, помогали. Эко-кормушки для птиц, сделанные своими руками, хорошая традиция, приучающая ребят заботиться о братьях наших меньших, и замечательное творческое занятие. Мы уже 2-й год проводим. В прошлом году в коррекционной школе проводили, а в этом году работаем с экологами. Предварительно мы заготовки приготовили кормушек, и вот дети должны собрать. Все подготовить, покрасить акриловым лаком, экологическим, чтобы потом вреда никому не было. Такие кормушки просты в изготовлении, экономичны и безвредны. При этом кормушки могут спасти жизнь птицам в трудное для них время. Это несложный способ проявить человечность и стать добрее. Анна Васильева, Мирный. В нашей постоянной рубрике «Моя профессия» мы продолжаем вас знакомить с интересными и востребованными специальностями на рынке труда. Сегодня речь пойдет о профессии технолога исследовательской лаборатории. Недавно наши коллеги побывали в вахтовом поселке Нежданинского месторождения в Тампонском районе, где в горнодобывающем производстве работает порядка 50 разных специалистов. И один из них – технолог. А чем этот специалист занимается, узнаем далее. Меня зовут Алена Анатольевна Васильева, я технолог исследовательской лаборатории организации АО ЮВКК. Технолог чем занимается? Технолог – это тот человек, который руководит технологической сменой в исследовательской лаборатории. То есть есть очень много различных процессов, которые мы контролируем в своей работе. То есть вот флотационный процесс, гравитационный процесс, да, и другие, правоподготовка, прием проб. То есть вот это все контролирует технолог. Помимо этого еще технолог занимается выдачей на ряд заданий, чтобы все работники исследовательской лаборатории выполняли правильно и с правильным результатом свою работу. Технолог, помимо всего этого, еще контролирует все оборудование. Сложностей достаточно. Бывают там результаты не те получаешь по анализу. И эти анализы тоже
надо очень быстро решить, в чем причина именно плохого результата, и потом затем уже, как бы, исходя из этого, анализируя, сделать дополнительную какую-то работу. Технолог должен быть стрессоустойчивым, самое главное. То есть очень много задач разносторонних, да, и надо очень быстро переходить с одной работы на другую работу. То есть задача меняется моментально. В детстве говорили же, то вот здоровье как якутский алмаз. Вот это осталось у меня с детства, и к 9 классу я уже решила то, что хочу как бы связать свою судьбу именно с горнодобывающей отраслью. И уже к 11 классу решила, поступила в Уральский государственный горный университет. Отучилась там 5 лет на специалиста по обогащению полезных ископаемых. Мне приятно здесь находиться и видеть результат нашей работы. То есть то, что есть ученики, которые пошли по моим стопам, да, и я сама как бы нахожусь здесь, чтобы еще как бы укрепить свои знания и развиваться дальше. Ну, спрос на золото никогда не меняется, но вот мода, как и любое другое искусство, не стоит на месте. Каждый год появляются новинки, новые дизайнеры, бренды. Рынок предлагает многочисленные изделия, от которых просто разбегаются глаза. И надо, конечно, во всем этом уметь разбираться. Поможет в этом наша постоянная рубрика. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. В Якутске уже настала весна, и сегодня мы поговорим на полезную тему, как выбрать идеальное пальто. Ну и первое, с чем стоит определиться, это, конечно же, цветовая гамма. Если это ваше первое пальто или то, которое будет являться основным и базовым, выбирайте спокойные оттенки. Бежевый, черный, серый, молочный, потому что их легко сочетать с любым гардеробом, и лучше поменять какие-нибудь аксессуары, яркий шарф, сумку, перчатки, шапку, нежели чем красное пальто, которое будет надоедать через буквально пару недель. Обязательно смотрим на состав пальто, потому что если там будет одна синтетика 100%, то ничего греть вас не будет. В составе обязательно должна быть шерсть. Например, у данной модели 70% шерсть и вискоза 15% полиэстер. Полиэстер и вискоза не дает ткани расползаться, но хорошо будет держать форму, а шерсть будет греть в самую холодную погоду. Ну и при этом натуральные составы будут долго служить вам не придется менять это пальто каждые 2 года. Если вы не меняете размер, будете носить 10 лет, а то и больше. Если вы правильно выберете состав пальто, и оно будет натуральным, например, кстати, это бывает и альпака, не обязательно шерсть, альпака тоже максимально ноская, приятная ткань, которая хорошо греет в любую погоду, то выберите, пожалуйста, классические модели. Это может быть пальто-халат или двубортное пальто. Эти виды не выходят из моды практически никогда, поэтому вы легко сможете носить его из сезона в сезон много-много лет. Многие совершают ошибку, покупая пальто прямо размер в размер. Все-таки между телом и изделием должен быть такой небольшой воздух, потому что, во-первых, мы носим пальто иногда с какими-нибудь пиджаками, свитерами или какими-то другими вещами, во-вторых, смотрится это все непрезентабельно, поэтому небольшая прослойка воздуха между вами и пальто обязательно. И напоследок определимся с длиной. Если вы постоянно за рулем или же не любите какие-то длинные изделия, выбирайте вот такие укороченные пальто. Смотрится интересно, классно миксовать и с брюками, с джинсами, с юбками, с платьями, будет смотреться хорошо, но и при этом вам будет комфортно. Ну а если хочется чего-то более классического, можете выбрать такие вот средние, усредненные пальто. Кстати, ростовка, в принципе, у нас везде в магазинах усредненная, от 170 сантиметров. Ну или для самых отчаянных модниц, это может быть пальто прям практически до самого пола. Ну, конечно, в таком ходить не очень удобно, но зато очень красиво. Желаю выбрать вам свое идеальное пальто, ну и, конечно же, не забудьте об аксессуарах. Яркий, красивый шарф у лица всегда добавит яркости и игривости. С вами была Люба Платонова. Всем пока. Вот знаешь, такие красивые бежевые, светлые, белые цвета просто не сочетаются с улицами нашего города. Нет, ну почему? Если ты аккуратно ходишь, летаешь практически, не имеешь собак, с которыми надо гулять. Если у тебя есть как бы цель выглядеть модно, допустим, ну, я понимаю, что в повседневные, например, действительно светлые вещи ты как-то не будешь носить, но, тем не менее, если есть какой-то выход в свет, не знаю, в ресторан или еще куда-то. Ребята, смотрите, выход в свет. Руслан в белых кроссовках. Мы приравниваемся к свету, хорошо. Я на работе. Пошутили, надеюсь, подняли вам настроение. Правда, носите то, что вам нравится, то, что модно, то, что стильно. Прислушивайтесь к профессионалам. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем, что нам вещают новости.
продолжим рассказывать самые актуальные новости этого утра. Бригада врачей Якутской республиканской офтальмологической больницы начала свою работу в Мирнинском районе. В течение недели офтальмологи планируют провести 70 операций по удалению катаракты. Эта инициатива стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству с районной больницей, что позволяет офтальмологам приезжать в столицу Алмазного края дважды в год. Врачи не только выполняют сложные операции, но и проводят консультации, обучая местных специалистов современным методам диагностики и лечения. Следующие операции запланированы на сентябрь текущего года. Операция у нас проводится без круглосуточной госпитализации. Пациент приходит утром в больницу, оформляется, немножко отдыхает в палате, конечно, кровать ему предоставляется. Потом осматривает его анестезиолог. В большинстве случаев никакого наркоза не требуется. Мы все обезболивание проводим в момент операции чисто на глазу. Стоимость ингредиентов для традиционного пасхального кулича в России в этом году выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом, сообщила доцент кафедры статистики Российского экономического университета Ольга Лебединская. Испечь кулич дома теперь обойдется примерно на 128 рублей дороже. Основной вклад в подорожание внесли соль, сливочное масло и дрожжи. Цены на цукаты и орехи также выросли, но менее значительно – от 6 до 9%. Остальные компоненты подорожали на более чем 10%. В Якутске состоялись республиканские деловые игры «Басхан» для учащихся 8 и 11 классов. В этом году в конкурсе приняли участие 20 школьников из 11 районов республики. Все они победители муниципальных этапов. Основная цель конкурса – развитие у участников патриотизма, интереса к истории и культуре родного края, а также поддержка их стремления к саморазвитию. В деловой игре «Басхан» участники прошли 5 этапов. Они показали знания по истории и культуре, рассуждали о лидерстве и будущем Родины. Данный конкурс направлен на поддержку наших юношей, чтобы они с малых лет понимали, что они являются будущим нашей республики, чтобы они умели правильно отстаивать свои позиции, и чтобы они правильно излагали свои мысли на родном языке, чтобы они умели коммуницироваться не только между собой, но, конечно же, интегрироваться с современными сегодняшними тенденциями, развитием нашей страны, нашей республики. В Берджилгестяхе на базе спортивной школы Олимпийского резерва состоялось открытое республиканское соревнование по стрельбе из лука среди дошкольников. Турнир, посвященный Году защитника Отечества в России и Якутии, а также 80-летию победы в Великой Отечественной войне, собрал 38 юных спортсменов из 14 дошкольных учреждений Нюрбинского района, Верхневилюйского улуса, Якутска и Горного улуса. Победителями соревнований стали Лев Алексеев и Елизавета Афонская из Берджилгестяха. В номинации «Самые меткие» лучшими признаны Саян Чемпосов и Сайнара Атласова из села Малыкай Нюрбинского улуса. Недавно в этом году у нас в садике начали с ними заниматься, и в садике провели внутрисадовский турнир. Ну и вот лучшие сюда, получается, приехали. Но они у нас занимаются в садике, и домой тоже брали лук, тренировались. Тоже немного тренировались. На этом все. Хорошего дня и встретимся в эфире. С каждым годом законодательство все больше внимания уделяет охране интеллектуальной собственности. Патент – это документ, который дает автору изобретения полезной модели или промышленного образца исключительное право на его использование. Он подтверждает, что производить и продавать новшества может только владелец патента или лица, которым он предоставил права. Патент нужен для защиты интеллектуальной собственности. Он позволяет избежать недобросовестной конкуренции и сохранить прибыль, которую принесет использование изобретений. Сегодня наша гостья, патентный поверенный Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Екатерина Романова поможет нам разобраться, на что можно оформить патент, как подготовиться к его получению и подать заявку. Доброе утро. Доброе утро. Ну, патент, кажется, это что-то такое сложное. Я вот понимаю, что это какой-то документ, который вносится в реестр. Да, это документ, исключительное право на которое получает изобретатель, автор и, в общем, творческий человек, предприниматель, можно так сказать. А что можно запатентовать? Запатентовать можно все, что угодно, все, что изобретено человеческим умом. Это может быть способы, это может быть дизайн, это может быть
вещества, ну, устройства, можно так сказать, да, поэтому все, что изобретает, креативит и рационализаторски подходит к этому человек, можно все запатентовать. А какие виды патентов существуют? Ну, вообще в патентном праве существует 3 объекта. Это изобретение, полезная модель и промышленный образец. Это объекты патентного права. Еще есть средства индивидуализации. Это товарные знаки, наименование места происхождения товара, географическое указание, фирменные обозначения, да, коммерческие обозначения, названия. Поэтому вот широкий спектр, можно так сказать, объектов интеллектуальной собственности можно зарегистрировать и вообще вот проконсультироваться можно у экспертов. То есть вот. Ну, можно обратиться к вам, сказать, вот я, допустим, вот определенным шрифтом там разработал логотип, я хочу его запатентовать, и дальше что происходит? Дальше мы консультируем человека, да, то есть для чего он хочет зарегистрировать. В народе это называется бренд, товарный знак, да, знак обслуживания. И как он будет использовать в сфере услуг, это товары будут, да, это будет наименование организации, да, то есть он для чего это хочет. Потом для него формируем классы, есть определенные международные классификатор товаров и услуг называется, да, и как раз помогаем оформить заявочную документацию. Единственное ведомство, которое это все регистрирует, является Роспатент. Федеральная служба по интеллектуальной собственности Российской Федерации. А вот часто же бывают такие случаи, когда совпадает практически название. То есть я вот что-то придумал, но вот где-то что-то похожее уже было. Как в этом случае действовать? Да, есть такое сплошь и рядом. То есть есть, конечно, аналоги, есть прямо схожие до степени. И прежде чем, естественно, все это подавать и оформлять заявочную документацию, надо проверить в базах данных, в просторах интернета, можно так сказать, да, то есть есть ли такой способ, есть ли такое вещество, есть ли такое конструкторское решение, да, то есть все это надо, прежде чем оформлять, посмотреть, выявить аналоги, и из аналогов вот то, что я изобрел, какие преимущества, да, то есть какая там новизна, какие характеристики улучшаются, да, то есть скорость прибавляется, время там, высыхания и так далее. То есть вот определенные критерии, да, на которых влияет то изобретение, которое вы хотите На что запатентовать. чаще всего оформляют патенты? Ну, сейчас на территории Российской Федерации рекорды бьет заявки на товарные знаки. Это прежде всего бренды, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет, поэтому люди, когда вот регистрируют, это же сфера предпринимательства в основном, да, то есть не просто так люди регистрируют свое имя и так далее, да, а вот чтобы заняться предпринимательской деятельностью, да, вот товарные знаки, знаки обслуживания. Потом идут у нас патенты на полезную модель, потому что устройство, да, тоже очень часто регистрируют. Промышленные образцы — это дизайн, ну и изобретение. Ну вот если взять из практики, например, патент — это всегда определенные характеристики записаны, да, там размеры и так далее, конструктив. А вот, например, если есть патент, но человек взял и немножко изменил конструктив, чуть-чуть подлиннее какую-то деталь сделал, и он подпадает под действие этого патента, то есть он нарушает что-то или есть какие-то методы для противодействия так подобному? Ну вот, поэтому заявочную документацию, прежде чем подать, надо вот всю формулу, описание, чертежи, да, чтобы не было вот конкурирующих патентов, как говорится, да, то есть поэтому все, что когда подается, для этого и существуют эксперты патентные поверенные, чтобы изобретателю подсказать, да, то есть вот есть вот такие вот направления, можно все это закрыть, да, то есть и в формуле все это добавить. Чем безопаснее формула, тем никак не обойти вот этот патент, как
говорится, да. Ну, получается, что там какая-то степень схожести, да, может быть? Да, степень схожести может быть, и степень, как его обойти. Но мы, эксперты, это все смотрим, поэтому подсказываем. И на моменте уже заявочной документации это все, как говорится, видим и оформляем так, чтобы оно было уникальным. Еще есть вот такие объекты, как географическое указание и наименование места происхождения товара. То есть это те объекты, которые вот уникальны по своему месту происхождения. Да? То есть у нас зарегистрированы в качестве географического указания, допустим, якутский нож, якутские бриллианты, якутский наш хумус, да, то есть в нем вот как раз разнообразие всего, да, то есть все, что вот наша традиция, культура, наши предки все это врастили нам в руки, дали, как говорится, да, мы должны сохранить, и это все, как говорится, да, для сохранения. Для сохранения, да, для сохранения и получения исключительных прав. Потому что только товаропроизводители из данного региона, города или поселения могут выводить на рынок вот тот товар, который охраняется законом. Ну и, наверное, в завершении, да, можно рассказать, как получить патент, куда нужно обращаться. Получить патент, как ранее сказала, только в Роспатенте можно, то есть заявочную документацию оформляется и отправляется туда. Можно самому, кто изобрел вот это вот устройство или хочет зарегистрировать свой товарный знак, или обратиться, да, к экспертам и получить, проконсультироваться, получить соответствующую информацию и, как говорится, оформиться. Ну, более спокойно, более профессионально и с меньшей вероятностью, что вам откажут. Да, конечно. Екатерина, спасибо вам большое за очень полезную информацию. Я думаю, может быть, будет всплеск, да, подач на патенты. Может быть, человек что-то придумал. Задумается, что это нужно зарегистрировать. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну а мы продолжаем и напомним, что сегодня четверг, это тот день недели, в который уже можно планировать досуг на выходные. Ну, для тех, кто любит семейные походы в кино, наша постоянная рубрика «Афиша». Мамки? Мамки! Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Мультфильм «Джунгли юрского периода» расскажет, как африканские животные спасают динозавра. Это продолжение франшизы «Зов джунглей», основанной на популярном одноименном мультсериале. Он из древнего прошлого. Надо вернуть его домой. В новой части современные обитатели Африки встретятся со своими устрашающими предками – динозаврами. Зрители вновь увидят на экранах пришельцев Нипа, обезьянку Манки и слониху Труди. Неразлучные друзья встречают в джунглях динозавра, который попал сюда из прошлого. Теперь его нужно отправить обратно. Правда, во время операции что-то пошло не так, и слониха Труди очутилась в новом для себя мире. Ух ты ж, я попала в прошлое! И спасать приходится уже ее. О, привет! Я вас не заметил. Это Эдди. Слушай, деньжат не подкинешь? Алло? Психологический хоррор с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом в главных ролях. Этот вечер для Эдди сразу не задался. Он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя. Жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса. Этот вечер город ангелов не забудет никогда. Привет, Эдди. Ты в моей машине. Экшн-триллер «Под огнем», где американский спецотряд попадает в ловушку иракских повстанцев. Ох уж этот новенький.
Ирак, 2006 год. Боевая группа морских котиков оказывается в самом центре вражеской территории. Они элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга. Враг в нашем здании и во всех окрестных зданиях. Принято, ждите. Открываем огонь. Приготовься, будет больно. На счет 3. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. «Под огнем». В кинотеатрах с 10 апреля. Ну, слушай, такая хорошая подборка получается. Для всех членов семьи можно что-то и комедийное посмотреть, можно и триллер посмотреть. В общем, Мультики. да, поход в кино – это отличный план на выходные. Ну, а прежде чем выйти сегодня на улицу, давайте мы напомним, какая погода в Якутске. У нас сегодня утром было минус 4 градуса, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер северный, достаточно сильный, от 10 до 14 метров в секунду. Сегодня днем облачно, мокрый снег, ветер также северный, умеренный, от 5 до 9 метров в секунду. Температура воздуха минус 1 градус. В общем, будет ветрено на улице. Ну, одевайтесь потеплее, да, и не забывайте, что было достаточно снежно с утра, поэтому под снегом всегда есть лед, будьте осторожны, аккуратны. Недавно мы как раз говорили правила падения. Буквально вчера. Да, группируйтесь. Ну и чтобы день прошел успешно, нужно быть собранными, внимательными и помнить, что все равно это весна, она уже наступила. Да, ну а мы уже завтра встретимся с вами на телеканалах Якутия-24, НВК Саха в это же время. И, конечно же, проведем с вами пятничное утро. Доброе утро!